В руках кисть и мазок за мазком. Это не искусство, а целая наука. О коже, красоте и уходе. Эстетическая косметология или прикладная эстетика. Одна из участниц, Виктория, слышать ей помогает специальный аппарат. С Обилимпиксом уже знакома по прошлому году. Тогда девушка взяла первое место в категории «Ногтевой сервис». Демакияж, скраб, маска, тоник и финишное средство. В нормативные 90 минут Вика как раз укладывается. Обилимпикс для таких людей очень полезный. Во-первых, человек показывает, на что он способен. Мы все такие же люди, все мы можем осваивать ту же профессию, которую получает и обычный человек. И у этого человека очень много возможностей есть показать свою силу. Больше 100 экспертов для этого конкурса прошли обучение по специальной программе в составе жюри преподаватели и работодатели. Хорошая возможность проявить себя. Экспертный состав у нас сильный, где входят и преподаватели колледжа, и также у нас входят мастера, работающие мастера салонов красоты. Окончательный результат мы узнаем только в конце, посмотрим. Сегодня они работают хорошо. Конечно, и где-то они со строгостью оценивают, но где-то и дают какую-то поблажку, потому что все-таки компетенция новая. Девочки у нас новички с нуля. Прикладная эстетика – направление новое, наряду с еще 5 компетенциями. Всего же их 21, а участников – 127. Масштабы действительно впечатляют, учитывая, что в первом таком конкурсе участвовало всего 16 человек на 2 компетенции. 5 лет спустя и вот Обилимпикс – это уже серьезное статусное мероприятие для людей с ограниченными возможностями. Социализация, конкуренция, трудоустройство – много сложных слов, но эти люди трудностей не боятся. Доказать миру и себе, наверное, в первую очередь, что ты такой же, как и все – а может, даже лучше. Организаторы для этого сделали все возможное. Каждая эта площадка имеет специальное оборудование, то, которое необходимо, которое прописывается по требованиям и WorldSkills, и Обилимпикса, и требований современного рынка труда. Цель Обилимпикса – это, кроме социализации этих участников, это еще их трудоустройство. Может быть карьерный рост, может быть продолжение обучения. Поэтому, конечно, лучше учиться на самом лучшем, что мы и делаем. Охвачены все города и почти все районы республики. Самим участникам по регламенту может быть от 14 до 65 лет. Наталья – 46, и она студентка Печорского техникума. Работаю младшей медсестрой в детском доме. И я уже давно хотела, но все боялась, что у меня ребенок маленький, что надо учить, помогать учиться. И вот в прошлом году я поступила сразу на 2-й курс, так как у меня среднее образование есть. Соматическое заболевание и 3-я группа инвалидности работает, учится, воспитывает ребенка. Все как у всех. Так бывает, когда очень хочется жить обычной жизнью. В таком случае ограниченные возможности помехой не становятся. Имена лучших участников станут известны 1 октября. Именно они представят Коми на национальном Обилимпиксе. В прошлом году из Москвы наши ребята привезли целых 3 медали. Как будет в этом году, узнаем уже в декабре. Александра Головина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.